Они охраняют безопасность народа, порой рискуя собственной жизнью. Сотрудники внутренних дел поздравляют друг друга с профессиональным праздником. Достоинство, мужество, смелость и профессионализм коллег отмечает на встрече и министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин. Во все времена именно сотрудник органов внутренних дел был всегда близок к народу. Он первый, кто приходит на помощь в опасных ситуациях, на кого всегда рассчитывают простые граждане и в чьей защите они нуждаются. Сегодня также вспоминают боевых товарищей, павших смертью храбрых на службе. Их память почтили минутой молчания. МВД Ингушетии со дня основания потеряла 394 коллег. Михаил Коробкин подчеркивает, преданность избранной профессии, самоотверженность в принимаемых решениях обуславливают те трагические моменты, которые вписаны кровью в историю органов внутренних дел. К сожалению, эти потери невосполнимы. Никакие меры социальной поддержки не могут компенсировать заботу сына, воспитание отца, любовь и внимание мужа. Вместе с тем, являясь образцом подлинного мужества и патриотизма, они навечно вписали свои имена в летопись органов правопорядка, обретя бессмертие в сердцах всех последующих поколений. Мы помним их, и мы ими гордимся. На встречу приглашены родственники погибших сотрудников, в их числе мать и супруга майора Ибрагима Эльджеркиева. Он был одним из тех, кто бросил вызов преступности и обеспечивал безопасность граждан. Офицер полиции вместе с младшим братом Ахмедом год назад были расстреляны неизвестными в Москве. Министр МВД отмечает, своей службой Ибрагим показывал пример честного исполнения долга. Благодаря лично ему и руководимому им на тот момент Центру по противодействию экстремизму Республики Ингушетия весь ингушский народ были защищены от опасности все больше с каждым днем. Личные качества Ибрагима – это смелость, решительность, бесстрашие, непримиримость. Козлу сделали его сильным и опасным противником для преступников. Но подлое убийство Ибрагима не остановит сотрудников МВД по Республике Ингушетия и наших коллег из других и иных силовых ведомств. Мы продолжим свою борьбу с экстремизмом при поддержке ингушского народа. Мы, коллеги Ибрагима, его боевые товарищи, молодые сотрудники, пришедшие на смену, будем каждым днем своей работы поддерживать светлую память отважного полицейского. Указом президента России майора полиции Ибрагима Эльджеркиева наградили орденом мужества посмертно. Награду получает мать Фатима Джабраилова и жена Людмила Заудинова. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь ваш коллектив, вернее, весь ваш личный состав с праздником вашим и пожелать вам всего хорошего, и чтобы ни одна мать, ни одна жена, ни одна сестра не плакала при возвращении своих детей уже и братьев. В связи со сложившейся эпидобстановкой от яркого празднования в МВД решили отказаться. Встреча проходит с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Однако ковид не помешал выразить друг другу благодарность и пожелать профессиональных высот. От имени ветеранов органов внутренних дел внутренних войск Республики Ингушетия хочу вас поздравить с Днем сотрудника органов внутренних дел, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет активной жизни. С праздником вас! За доблестную службу сотрудников внутренних дел награждают медалями и почетными грамотами МВД России и благодарностями министра страны. Поздравляю. Достойно. Да, но сейчас коронавирус, да, нельзя. Понял, есть. Служу России. День сотрудников органов внутренних дел ежегодно отмечают 10 ноября. История праздника берет начало с 1715 года, когда Петр I создал в России службы охраны общественного порядка. В 1917 году, сразу после Октябрьской революции, появилась рабочая милиция. До 2011 праздник носил название День российской милиции. После вступления в силу нового закона о полиции 13 октября 2011 года он был переименован, а личный состав МВД всегда встречает свой профессиональный праздник на посту, охраняя порядок и покой граждан. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.